В гостиничном комплексе «Тамыш-Вилладж» в рамках международного патриотического молодежного лагеря «Потомки героев» состоялись два знаковых события – выставка молодых предпринимателей Республики Абхазия и открытый диалог президента Абхазии с молодежью. На выставке были представлены бизнес-проекты и идеи, демонстрирующие предпринимательский потенциал молодежи. Президент лично ознакомился с этими инициативами и отметил их новаторский подход, уделяя особое внимание поддержке молодежи. Далее состоялся открытый диалог президента Аслана Абжани с молодежью. Аслан Георгиевич, я хочу поприветствовать вас от лица молодых людей на фестивале молодежи. Ребята с трепетом ждали возможности, чтобы в такой открытой, неформальной, дружественной обстановке пообщаться с вами, задать вопросы, которые интересуют и беспокоят молодых людей. Сегодня здесь представлены студенты, ребята, которые занимаются медициной, наукой, предприниматели, общественные деятели, спортсмены. И у каждого из них есть свои вопросы. Поэтому молодые ребята настроены сегодня с вами на открытую, продуктивную беседу. Добрый вечер, дорогие молодые люди. Я хотел бы поблагодарить всех, кто организовал это мероприятие. Надеюсь, наши гости провели здесь интересное время. Мы и дальше будем продолжать такого рода мероприятия, потому как они направлены на повышение уровня доверия между нашими народами, на то, чтобы каждый из вас обретал большее количество друзей и таким образом обогащался. В нашем очень непростом, достаточно агрессивном мире очень важно иметь надежных друзей, потому как дружба – это сила. А у нас нет другого пути, и у нас нет других исторических перспектив, кроме того, как устанавливать дружеские, братские отношения между народами Абхазии и народами Великой России. В связи с этим еще раз вас приветствую. Такое краткое вступительное слово. Готов к диалогу, к самым неожиданным вопросам. Всегда готов на них ответить. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Меня зовут Ласурия Анас. Если позволите, я бы хотела задать вам два интересующих меня вопроса. Первый – о важности и необходимости поддержания созидательных инициатив общественных организаций. А именно, существуют ли какие-то определенные меры поддержки для общественных организаций, которые несут в себе созидательную функцию? Насколько мне известно, в нашей республике очень много молодых людей, представителей молодежи, которые активно занимаются общественными организациями, и инициативы, которые они реализуют, на самом деле служат важным ресурсом для решения локальных проблем, развития искусства и культуры. Однако, к сожалению, зачастую они сталкиваются с такой проблемой, что им просто не хватает собственных финансовых ресурсов для реализации подобных инициатив. На ваш взгляд, возможно ли создание фонда президентских грантов для решения подобных вопросов? Любые инициативы, которые направлены на решение определенных проблем, инициативы, в основе которых созидательная повестка дня, это все то, что будет приветствоваться и приветствуется руководством Абхазии. Другое дело, некоторые инициативы остаются нереализованными в силу отсутствия источников финансирования. Есть у нас такая небольшая проблема, небогатый, скажем так, государственный бюджет. В конечном итоге каждое поколение имеет свои вызовы. Вы по истории хорошо помните, какие вызовы были в 1992 году, когда была Отечественная война народа Абхазии. Тогда нужно было родину отстоять. Вызовы были и впоследствии. Необходимо было сделать так, чтобы наша независимость была признана. Это удалось сделать в 2008 году. Сейчас совершенно другие вызовы. Они связаны с тем, чтобы динамично развивать нашу экономику. Развитие экономики – это развитие всех сфер жизни. Социальной, культурной, спортивной, общественной. Потому как все это в конечном итоге упирается в возможности нашей экономики. Руководство Абхазии четко понимает приоритеты
и предпринимает, как это мне кажется, посильные усилия, чтобы эти вопросы были решены. Мы, конечно же, порой сталкиваемся с непониманием части нашего общества. В некоторых случаях мы сталкиваемся с прямым противодействием нашим, как это мне представляется, полезным инициативам. Но это все связываю с болезнями роста, с болезнями, связанными с ростом и укреплением нашей государственности. Поэтому, если я вам скажу о том, что все общественные инициативы сегодня реализованы, это не будет соответствовать действительности. Но вопросы связаны с созданием Совета молодых ученых. Это что же правильная, полезная инициатива? Мероприятие, которое сегодня мы здесь сейчас проводим, я не являюсь автором этого мероприятия. Об этом сказали определенные люди, молодые люди, и мы нашли возможности для того, чтобы эту историю осуществить на практике. Поэтому, конечно же, наши желания сегодня не умещаются в наших финансовых возможностях, но мы к этому будем идти. Хлопзиква, сара филология факультета хантуют, гибуадзе паралина. Еще до снехолует яюся саяйра дуамш. Зараз самоприем. Абешва зара и царный кугалус цароб. Наски проблема дуны хаму обсушила чажу зензех мачхас. Изахкау проблема кудыруб ахаурт апыхши сырыму айлкара дарички хейт. Абрезарат бышис ямузи наски апсуа зигир хату бешвал и чажурату казашис ями. Хазкула заамта уиза проблема ква أهندكار كويس مورا ثروب وبسي عليت يحب نجوز بشا دارا عمش خدوخ زي ترى يشتوب وحرحمة سرح زه نوزم ويزا بروبلم خاو جت أهندكار قرآن جيقوب حرح خطب بشا حرخار سزهن أهندكار جانا خلا يقطعوا وزيجت أحضروا تحس حرياش ما خا يقوب برنامج كوا يقوب يجحك عز وسكوا Сараса нухучез иқазамест абсо телевидение хазишто иқазамест мультфильм хазишто псифила иқазамест усқаш корасфана иқану бриза амта абсентола абсо бешала усавер азина нақамыз абсо бешала школка иқаз аркын уизеква амта гаана хабсо бешмидзет яхамо повинт имя пакаша политика уегана хала знаком ковинтум ко хайзахет уже специалист يقرأ أجل قال ناكرشنا أبرتاخوش بحث كورجو إكسبريمنت حساب لا جت زنيشة حربشن ووصورة حجوب تجوب وشقوا إجكاوب كناستوديو كوا يا أحتاج ماجزة مخا سرقوانا قرشتمو بسوب أبري проблема زجراب خذبتو أتعصار الشوب ويك يبا يخذبتو أكتج حرتخوما أكتجوب بزشاخي خوي حركوسي علت وس تراديция نيقو أكتجوب أبسط تراديция كوخيقو حرا وجه وبريزا ساخي حموب أكتا أنبيوا أكلاك خايس ريجوب أكتا أنبيوا أكلاك خنيس проблема بزشايد حلا جوزجي خنتاخود يمي سرتزحنا أكتجوه وسيورت تقول عاش هندكاري شيء كارو أكتج عزتوب ويزة أبريزة أنا بلاقة أبرات في جاي كشين في كرانزا وأوسرويت أباس أبريزة أوسورت تبقى توب وجه حجوب واش تخاذر صدرة ما تمشير رايون أريمة صار أكون تمشير أكلاك أنجي ناس أكتج كورج أبرتبراتيا كورج كارا حجوب ويخرم زامكوا أخا نربشيت وجه يعرضني عدرتويت يدو предприятия أكتر نخامي يد حاله كتولا كتر براس عايش خا درخوا أيوخي قرصو ريستوران واس أجيشيني في بيجر أنزل وصلوا يسخص حاو بريو بكتر يد حاله ويكتر عن ينخز يبدأ شزرة يزمريو بوجي خاشتو مبريجانا خلاقي أو صورة حجوب جرد أسبيساليست يروحوا وجي حكم قرص حجوب يخنز حالشو أرتي ترابسو بزشا دزرزو شكول كورش أولا فخوي هاي حني راود ورت جدا لا حرز شلون حاوب يقب سعرك أتخرع رخاء أحسو ويزم خزرك خب
Зиграбхадза, Харахым, Бгарах, культура обуси Алароп, Апсва Хуче, Апсва Бизша, Анизимдр, Убри Худжик Дацуп Хашазароп, Дахтултва, Дахнео, Дахаево, Убри Убуси Ахцароп, Убусоп, Шидзбет, Убусоп Бана Гарасимо. Итабуб. Хатаваш. Здравствуйте. Амичева Руслан, председатель студенческого совета. Спасибо большое, что появилась такая возможность задать вопрос. Слушайте, Руслан. Ага. У меня вопрос связанный с искусством. Мы все хорошо знаем трагедию эту, которая произошла у нас, связанная с картинной галереей. Мы потеряли до 4000 картин культурных наследий. И у меня вопрос такой, какое внимание этому уделяется? Я знаю, что строится картинная галерея, реставрируется, но связанная с работами, именно картинами, идет ли какой-то процесс нахождения работ художников в других странах, которые находятся? Вы, наверное, обратили внимание на эту такую трагическую историю. Она была резонансной далеко за пределами Абхазии. В частности, многие художественные галереи российские, известные художники, общественные деятели откликнулись на эту проблему. Преподносятся к этой галерее, будут определенные картины подарены. Работа идет, этим занимается Министерство культуры. Восстановительные работы тоже идут. И, конечно же, в таком виде, как была сформирована коллекция, уже не получится. Часть картин безвозвратно утеряна. Но, конечно же, мы такой фонд создадим. Это будет, на мой взгляд, достаточно интересная коллекция. Мы ее будем возобновлять. И этот процесс будет постоянным. К сожалению, такие истории бывают не только в Абхазии. Такие трагедии были, вы знаете, о том, что и собор Парижской Богоматери горел во Франции неоднократно, картинная галерея сгорела в Бразилии и во многих государствах. Тут цепочка ошибок, которая была допущена. Впредь постараемся исключить такого рода явления и будем собирать необходимую коллекцию для нашей с вами общей истории. Эта проблема не забыта, мы занимаемся ее решением на постоянной основе. Она не забыта. Спасибо большое. Если что, молодые художники всегда будут рады. Ну, конечно, у нас очень много молодых талантов. В известной степени, конечно же, их работы будут там представлены. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый вечер, Аслан Георгиевич, уважаемые гости мероприятия. Меня зовут Гвинджи Алхас. Хотел бы затронуть тему, которая уже долгие годы актуальна для Абхазии, особенно для молодого поколения. Она связана с тем, что в Абхазии люди трудоспособного населения насчитывают 140 тысяч человек. Официально трудоустроено более 40. Есть определенная часть самозанятых людей. Вы прямо кого-то цитируете, президента Да, Абхазии, это у вас да? где-то было Потому в интервью. Что это правда, да. Да, и на данный момент хочется узнать, вот наши очень многие ребята, которые оканчивают вузы либо в России, либо в Абхазии, сталкиваются с проблемой, что им сложно найти работу. Да. И хотелось бы у вас узнать, что у нас планируется делать или уже делается для того, чтобы количество этих рабочих мест увеличивалось. Вот все инициативы, которые озвучены президентом в плане формирования государственной экономической политики, направлены на создание рабочих мест. Вот те дебаты, очевидцами которых вы являетесь, те препоны, которые нам чинят, это все направлено на то, чтобы сюда пришли инвестиции. И инвестиции – это новые рабочие места. Вообще самая большая проблема в нашей экономике, она связана с тем, что огромное количество людей по нашим меркам не имеют работы. Одно рабочее место сегодня стоит примерно около 10 миллионов рублей. Ну, на примере детского сада, да, на 150 человек детский сад, сегодняшняя цена 250-300 миллионов рублей. Там работает 24-25 педагогов. В туризме такая примерно картина, 7-8 миллионов рублей, одно рабочее место. Вот прикиньте, сколько получится, да, 140 тысяч у нас трудоспособного населения, примерно занято самозанятыми половина, 70 тысяч. Из 70 тысяч мы можем предположить, что 1020 не хотят работать, есть такие люди. Вот 50 тысяч людей готовы у нас работать, и у них работы нет. Помножьте 50 тысяч
на 10 миллионов рублей одно рабочее место, и вы получите 500 миллиардов рублей денег, которые мы должны вложить в экономику. Представляете, что это за цифра? 500 миллиардов рублей. Это при том, что наша собственная доходная часть бюджета там около 14-15 миллиардов. Если все эти деньги даже уйдут на создание рабочих мест, что невозможно, это заработная плата и так далее. Поэтому я ратую, и моя команда, за то, чтобы сюда пришли инвестиции. Для того, чтобы инвестор сюда пришел, у него условия ведения бизнеса должны быть чуть лучше здесь, чем в стране, в которой он работает. Вот у нас сейчас документ, мы недавно парламентом был ратифицирован, это, значит, соглашение о взаимном признании решений арбитражных судов по коммерческим делам. Даже вот такая очевидно полезная вещь тоже, значит, натыкалась у нас на некое противостояние. Сейчас должен быть рассмотрен документ, он называется следующим образом: об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии. Вы представляете, да, бизнесмены, это их деятельность, это их жизнь, это образ мышления. Они, конечно же, заинтересованы в том, чтобы их капиталы были защищены. Значит, они приходят для себя в новую страну, у них должны быть понятные правила. Конечно же, мы хотим создать условия, чтобы они к нам пришли, некие преференции, освобождение на каком-то этапе от определенных видов налогов. Это разумный подход. Так было всегда во всех государствах, которые были на стадии развития и становления. Мы такой этап сегодня проходим. Но, вообще-то говоря, такое количество безработных, как у нас, это критически опасная масса. Все вот наши, скажем так, недовольства обеспечены тем, что люди не имеют источников для существования, нет работы. Даже вот такие очевидные вещи, значит, критикуются. Альтернативы нет. У нас нет собственной денежной системы. Наша экономика до этого пока еще не дошла. Значит, мы и дальше будем привлекать. Вот этот объект, на котором мы находимся, это же тоже инвестиции из России. Здесь было 6 гектаров заболоченной территории. Сюда приходили на охоту, на уток, или тут были лягушки здесь, я не знаю, кто еще тут находился. И никто, дорога была, она заросла. Несколько лет тому назад в этом селе, в моем замечательном селе Тамыш, волки напали на педагога, на женщину, потом напали на педагога, на мужчину. Вот что здесь было. Вот пришли наши российские инвесторы, создали вот такой неплохой объект. Он может быть не самый лучший, но на такой объект тоже есть потребитель. И он заполняется, люди имеют работу. И 6 или 7 человек только по нашей улице вернулись домой, стали восстанавливать свои домашнее хозяйство. Этот процесс сегодня идет. Вы видели 3 кафе по дороге. Таким образом это делается шаг за шагом. В 2020 году, когда я стал президентом Абхазии, город Сухум находится примерно посередине, да, вот береговая линия от города Сухум до границы с Грузией, до реки Ингур, столько же примерно, как до Псов. На берегу, на первой линии, с города Сухум до Ингур, фактически один объект функционировал, больше не было. Мы называемся туристической страной, и половина нашей территории, береговая линия, никак в этом процессе не задействована. Из них 29 только находятся в 3 районах: в Ачимчирском, в Гальском и в Тлачевском. Все остальные находятся: Гагра, Гудаута, Афон, Сухум. Это, конечно, хорошо, что они там находятся, я очень рад этому, и мы там тоже будем развивать. А здесь это 45% территории, 40% населения. Экономический вклад в развитие страны 3-5% у этой территории. Это же недопустимо. Эту территорию надо развивать. Каким образом? Только привлекая инвестиции. По-другому ничего не работает. Не слушайте тех, кто говорит другие вещи. Тут всякие фобии, когда проводят прямые параллели между, скажем так, грузинским государством и российским. Это же какую короткую память надо иметь, чтобы забыть о той роли, которую играет Россия для становления и укрепления нашей государственности. Вот же о чем идет речь. В этом плане я очень рассчитываю на вас, на людей образованных, на людей, которые и слышать умеют, и анализировать умеют, и преподносить могут. Не решим мы проблемы экономического развития, значит, перспектив у нас не будет. У нас очень много вопросов нерешенных, огромное количество, их значительно больше, чем те вопросы, которые нам удалось решить. У нас соотношение пенсионеров и работающих 1 к 1. Так экономика не работает. В любых развитых государствах
на одного пенсионера 3 работающих. А у нас 42 тысячи работающих, 40 тысяч пенсионеров. Почему? Да потому что 30 тысяч пока содержит Российская Федерация. Но те, кому выплачивает Российская Федерация, их становится меньше. Это ветераны, которые во время Советского Союза какой-то стаж имели. Их будет со временем меньше, будут те, кто стаж не имел, и это будет нагрузка на бюджет. И что, им 2000 рублей платить? И они будут выживать за 2000 рублей? Конечно, это невозможно. Поэтому я очень рассчитываю на вашу поддержку, на университетское сообщество, на студентов. Здравствуйте. Да. Батал Чежа, профессиональный боксер. Батал, В первую молодец, очередь рад тебя хочу видеть. поздравить. Спасибо. В первую очередь хочу всех поздравить с Днем Победы, поблагодарить ветеранов за победу. Спасибо. Хотел выразить вам слова благодарности. В прошлом году мы завоевали титул чемпиона России среди профессионалов. Не без вашей поддержки, за что вам очень благодарен. Спасибо тебе. Вопрос у меня следующий. Ведь также я являюсь сотрудником Абхазского государственного университета, и как у спортсмена у меня вопрос такой. Есть ли в планах восстановления спортзала в государственном университете? Что касается вашего спортзала, я на той неделе, кажется, это было начальнику УКСа, дал поручение, сейчас они там осмечивают, и мы потихонечку начнем его восстанавливать. Мы и сейчас занимаемся, на мой взгляд, с учетом наших возможностей, неплохое внимание уделяем спорту. И сейчас строятся универсальные спортивные площадки. Недавно одна площадка была запущена в селе Джгерда, сейчас строится в селе Кутол, будет строиться в селе Кындах, строится большая спортивная площадка, нам помогают наши друзья, адыгейцы, значит, в селе Приморском. Там огромный перечень того, что сделано и будет сделано. В университете спортзал восстановим. Сроки точно сказать не смогу, но в ближайшее время мы начнем. Мы не хотели бы сделать так, чтобы это было на год или на 2. Надо делать капитально, надо делать так, чтобы люди с большим удовольствием приходили и занимались там спортом. Вопрос развития спорта напрямую имеет отношение к вопросу развития физической культуры нации, к его здоровью. Понимание есть полное. И мы, конечно же, эти вопросы будем решать. Но исходя из тех возможностей, которые у нас сегодня есть. Добрый день, Аслан Георгиевич. Я Сария Адлиба, член Совета молодых ученых. И в первую очередь я бы хотела вас поблагодарить за создание и поддержку Совета молодых ученых. И сегодня от лица Совета я хотела бы выступить с инициативой и просьбой к вам о проведении Конгресса молодых ученых, который мы думаем, что будет очень важным шагом в развитии науки в нашей стране. Мы надеемся, что проведение Конгресса будет способствовать развитию молодежи именно в плане науки и будет поддерживать связи научных учреждений в нашей республике. В конце я хотела бы поблагодарить вас за создание фонда при Совете молодых ученых и за то, что вы поддержали нашу инициативу и одобрили гранты для молодых ученых. Тоже благодарим вас от всей души. Спасибо вам за то, что эта инициатива была вами озвучена. Мне кажется, что вы должны действовать еще более наступательно. Ученые не только в кабинете. Вот общество должно знать, а что скажут ученые, экономисты, как нам развивать нашу экономику. Я буду всегда бороться за то, чтобы уровень компетенции у нас был очень высоким. Это капитал. Это, возможно, даже это самый большой капитал, компетентные люди, которые знают, о чем они говорят, знают, как решить проблему. У нас в этом смысле, с одной стороны, есть кадровый потенциал. С другой стороны, по некоторым отраслям мы испытываем некий дефицит, и это тоже очевидно. Я вас в этом плане буду поддерживать. Пожалуйста. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Меня Здравствуй. зовут Инал Гаделя. Всех с прошедшим праздником. Хочу поблагодарить наших ветеранов, наших героев, наших старших, которые сделали так, чтобы у нас была возможность здесь сегодня открыто говорить на своем языке, на тех языках, которых нам комфортно говорить. Спасибо, спасибо. У меня есть ряд вопросов, касаемо спорта. В первую очередь, вот я сам являюсь действующим спортсменом, тренером, преподавателем. У меня около 100 учеников.
Многие из моих учеников учатся в российских вузах, уже студентами стали. По возвращению домой они хотят также посвятить свою жизнь работе с детьми, тренерской деятельности, учить и воспитывать здоровое поколение. Но, к сожалению, у нас есть такая проблема. Вот Батал говорил за спортивный зал Абхазского государственного университета. Но у нас в республике, на всю республику, многофункционального спортивного комплекса нет вообще. Я так Мы думаю, выступали на играх БРИКС, мы увидели уровень. Если у нас в республике будет многофункциональный спортивный комплекс, я думаю, наши спортсмены, подрастающее поколение, у них будет стимул идти вперед, расти. Вот. Это Согласен. просьба у меня к нашим старшим такая. спасибо. Это обоснованная просьба. Я отношусь с пониманием. Ну, у нас же такой взрослый разговор, правильно, да? Конечно, конечно. А в каждой семье, наверное, нет такой семьи, где нет проблем. Есть, семья определяет приоритетные проблемы, с чего начинать. Одна, вторая, третья. Так в нашей большой семье абхазской есть серьезные проблемы. У нас 6 тысяч человек больны онкологией. Вдумайтесь, 6 тысяч. Лечение одного человека в среднем, если его лечить должным образом, это 1 000 000 рублей. Это 6 миллиардов для решения одной проблемы. Только одной. У нас есть люди, которые болеют почечной недостаточностью и так далее. Вот же у нас какие проблемы, дорогие друзья. Вот вы обратили внимание, вы участвовали на играх БРИКС. Это же специально было сделано, чтобы вы поучаствовали, увидели. Но я надеюсь, вы там видели не только спортивные объекты, а вы заводы и фабрики не видели? А вы не видели источники, каким образом эти спортивные объекты были построены? За счет чего? Все видели, все понимаем. Понимаете же, да? Так я про то и говорю. Поддержите меня в этом. Давайте построим объекты, которые будут приносить прибыль государству, а эту прибыль будем направлять на здравоохранение, на спорт, на культуру, на науку. По-другому ничего не работает. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Здравствуйте, Уважаемые здравствуйте. присутствующие, я являюсь членом Совета молодых ученых. Джинджоля Лорена Беслановна, хотели поблагодарить вас за создание данного совета. Также мы выражаем благодарность, мы обращались с вопросом поднятия стипендий для аспирантов, которые обучаются на бюджете. Хотим сказать вам за это спасибо. И по поводу предложения у нас... Что является предметом твоих научных изысканий? Какая наука? Сельское хозяйство. О, это уже хорошо. И что Но скажешь вопрос по поводу у нас сельского сейчас хозяйства? в другом. В чем? Молодежь это у нас очень развитая, очень хорошая, так сказать, молодежь, инициативная. Поэтому мы хотим повысить как бы уровень вовлеченности молодежи в научно-исследовательскую работу. Мы с коллегами из Совета обсуждали такой проект, как День науки в школе. Надеемся в этом вопросе на вашу поддержку. Значит, правильно, что надеетесь, я вам в этом помогу. Что в этом плане делается? Наука – это же не только сельское хозяйство. Физика – это же тоже наука, причем фундаментальная. Медицина – фундаментальная наука. У нас появились атом-классы благодаря поддержке Российской Федерации в наших школах. В первой школе в городе Сухум в ближайшее время будет у нас медицинский класс. И мы по такому пути пойдем, обязательно пойдем. Ну, сами понимаете, что это невозможно сделать за короткое время. Такая тенденция, она обозначилась, и мы будем ее и дальше реализовывать в обязательном порядке. Опять-таки, знание – это сила, знание – это успех, знание – это богатство. В этом плане я всегда вас буду поддерживать. Можете в этом не сомневаться, исходя из наших возможностей. Благодарим за внимание. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Барцис Диана, и у меня следующий вопрос.
Как мы знаем, окончив учебу, многие у нас ребята начинают вести свой бизнес, и даже если бизнес успешен, спустя какое-то время нужны ресурсы для его развития. Да. У абхазских банков не хватает ликвидности, чтобы обеспечить спрос бизнеса на недорогие деньги. Вы на экономическом факультете? Да. Учитесь? Хорошо. Но, несмотря на это, мы знаем, что банковская система Абхазии предлагает различные программы для развития бизнеса на приемлемых условиях. И также мы понимаем, что привлекать денежные средства российских банков не так-то просто. Но, как вы думаете, возможно ли сделать так, чтобы граждане Абхазии могли получать денежные средства в банках России? Вот смотрите, в 2020 году я обратился с письмом к президенту России. Суть этого письма сводилась к тому, чтобы помогли нашим предпринимателям и на условиях льготных выдавали под наши проекты финансовые ресурсы. Документ был подписан, Абхазии было выделено 10 миллиардов рублей под 6% годовых. Есть определенные условия получения. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, под 6% годовых российские предприниматели не имеют таких возможностей в России. Это было специально сделано для Абхазии личным решением президента Путина. В рамках этого финансирования построено крупное предприятие на стыке 3 сел – Лабра, Кутол, Тамыш. Там был виноградник 100 гектаров, построили винзавод и очень красивый ресторан. Это около 150 рабочих мест на 3 предприятиях. Это одно предприятие состоит из 3 сегментов. Налоговое поступление около 100 миллионов рублей в год от этого предприятия. Там же будет построена крупная молочная ферма на условиях финансирования из России. На эти же деньги вложено около 800 миллионов рублей в Ачимчирский порт. Абхазские предприниматели получили эти деньги. И там новый вид услуг контейнерной перевозки. Сейчас это актуально в рамках санкционных режимов. Это очень важно. На этом можно заработать деньги, и этим занимаются наши предприниматели. Процесс пошел. В рамках финансирования льготного крупное предприятие строится в Гульрипше. В будущем году оно будет введено в эксплуатацию. Это единственное предприятие, которое специализируется на хранении цитрусовых, на фасовке, на его обработке, на выпуске качественного сока, его упаковке. Вот это все в рамках льготного кредитования при поддержке Российской Федерации. Но я же вам говорил, для того, чтобы мы создали, обеспечили работой 550 тысяч наших граждан, нам нужно в экономику привлечь 500 миллиардов рублей. В связи с этим и был внесен законопроект о строительстве апарт-отелей. Владельцы апартаментов гражданскими правами не наделены. Это коммерческая недвижимость, но это очень серьезные деньги в бюджет. Это очень серьезное развитие экономики. Очень серьезное, ни с чем не сравнимое. В ближайшее время наш аэропорт будет введен в эксплуатацию. К нам хочет приехать турист с деньгами. Туристы бывают разные. Вот уже говорят, построят объекты хорошие, значит, будет конкуренция. Конкуренция для экономики – это не минус, а плюс. Вот этот отель, наверное, соответствует категории 2 звезды. Естественно, найдется свой клиент. Он там должен быть 3, дальше 4, дальше 5. Тогда будет развитие экономики. Банковская система наша, кстати говоря, очень болезненно реагирует на то, чтобы здесь у нас был открыт филиал Российского банка. Я их мотивы понимаю. Там их 8-9 банков, они как бы работают на одинаковых условиях, но 18% минимум, 20% годовых долгосрочный кредит взять на такие условия сделать бизнес очень тяжело. У нас же нет своей собственной денежной системы. Что нам делать? Нам необходимо в этой среде создать конкурентные условия. Когда это возможно и каким образом? Только привлекая к работе российские банки. Шаг за шагом, аккуратно, спокойно, тихо. Добрый вечер, уважаемый Аслан Георгиевич. Я представитель российской делегации, представитель Курской области. Меня зовут Анастасия. Я работаю педагогом-организатором в Курском государственном политехническом колледже. И в первую очередь хочется выразить вам слова благодарности за ту возможность, за данное мероприятие, за эту
беседу, за добрую беседу от всей молодежи Курской области, от молодежи Российской Федерации. Мы говорим вам спасибо за возможность быть здесь и сейчас, быть в моменте, жить, чувствовать, общаться с вашим прекрасным народом. Мы благодарны, и мы хотим, чтобы данный проект, данный международный лагерь, патриотический лагерь «Потомки героев» жил дальше, в будущем. Мы готовы приезжать к вам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам большое. Вы знаете, нас с Курской областью очень многое связывает. Выдающийся русский писатель абхазского происхождения Фазиль Абдулович Искандер, после того, как он закончил библиотечный институт, решил стать писателем. Долгие годы работал у вас в Курске журналистом. Лет 5 он там прожил. Первые его рассказы появились именно в Курске. Этот лагерь будет иметь будущее. Я обязательно буду эту инициативу развивать и поддерживать. Потому что свято верю в то, что нашим взаимоотношениям, вашей дружбе между абхазскими и российскими альтернативы нет, и мы ее не ищем. Вы от этого становитесь крепче, сильнее и богаче. Мы с вами представляем одну цивилизацию. Мы с вами имеем огромную, большую, общую историю. И уверен в том, что у нас большое будущее. Поэтому такие процессы мы будем поддерживать. Здравствуйте, Аслан Георгиевич. Меня зовут Рафида Ано. У меня следующий вопрос. Мы живем в демократическом обществе. Безусловно, свобода слова — это очень хорошо, но иногда кажется, что некоторыми людьми это воспринимается как свобода от безнаказанных оскорблений. Абсолютно верно. Элементарно зайдя в социальные сети, мы можем наблюдать то, как, допустим, журналисты, общественные или политические деятели безосновательно, без аргументов оскорбляют друг друга. Насколько это кажется нормальным и что с этим можно делать? И вообще нужно с этим как-то бороться? Да, это вообще ненормально. Это не соответствует нашей этике. Ни в коем мере не соответствует. Но такое заболевание у нас носит, скажем так, масштабный уже характер. И все это прикрывается таким термином политика. Политика типа грязная вещь. И в рамках этой грязной вещи можно делать все, что угодно. Никогда не был сторонником такого рода подходов. Но это проблема, которую необходимо решить прежде всего правовым путем. Я соответствующую инициативу направил в парламент с тем, чтобы было проще привлекать этих клеветников к уголовной ответственности. Моя инициатива пока, к сожалению, не нашла поддержки. Надо изучить эту проблему. У нас есть статья «Клевета и оскорбление». Санкции, это, во-первых, невозможно доказать. Санкции 5000 рублей. Следователи, прокуроры, судьи будут заниматься делом полгода, год, и потом накажут провинившегося 5000 рублями. Это серьезное же наказание, правильно? Вот. Ну, с одной стороны, это так, это недопустимо. С другой стороны, это признак высокого уровня нашей демократии. В кавычках, конечно. Проблема серьезная, ее надо решать, и здесь нужна поддержка парламента и голос молодых ученых, потому что эта проблема с каждым годом становится все еще, она разрастается. Статья Уголовного кодекса составлена таким образом, что она не работает. Там принцип заведомости. Человек оскорбляет, лжет, и он должен признаться в том, что он знал, что он лгал и специально. Кто же в этом признается? Надо убрать принцип заведомости. Не знал, знал, солгал, выявилась ложь. Или извиняешься публично, или идешь, садишься в тюрьму. Тогда все будет очень просто. Добрый вечер, Аслан Георгиевич. Меня зовут Закарай Баграт. Я студент 4-го курса агроинженерного факультета направления электроэнергетика. И у меня два вопроса, касаемые нашей энергетики. Первый вопрос заключается в том, есть ли у нашего правительства на данный момент времени какие-либо планы по перспективному развитию энергетики, и если да, то на каком этапе они находятся. И второй вопрос касается того, что все мы прекрасно понимаем, что в зимний период времени у нас очень большие проблемы с электричеством, и выражено это веерными отключениями. Вопрос заключается в том, будут ли они в предстоящую зиму, и если да, то поддержит ли наш стратегический союзник Российская Федерация? Поддержит ли она нас? Знаете как, проблема
в энергетике. Специалисты эту проблему увидели в начале нулевых еще. Она с каждым годом усугублялась. Эта проблема стала носить политический оттенок. Вот я хотел бы вам задать такой вопрос. Люди потребляют электроэнергию и не платят за нее. Это нормально? Это ненормально. У нас электроэнергия до прошлого года стоила 40 копеек. Когда, как в Краснодарском крае, меньше, чем 5 рублей нет цены за электроэнергию. Ну скажите, у нас средняя заработная плата сегодня 24 тысячи рублей. Ну, если среди занятых. 24 тысячи. В Краснодарском крае 44 тысячи, ну в 2 раза больше. А тариф там больше в 5-6 раз. Потому что это не дешевый товар. Это первое. За него мы не платили. Цена на этот товар в течение 12 лет не менялась. Вот впервые мы подняли в прошлом году. Не потому, что я получаю от этого удовольствие, а потому, что энергетика нуждается в реинвестировании, в поддержании. Там у нас подстанции 42 штуки. Из них мы отремонтировали за все это время около 15. 28 подстанций работают в аварийном режиме. Опоры высоковольтных линий, им по 50-60 лет. Они уже не выдерживают ветровые нагрузки. Это существенное вливание в отрасль, распределительные сети и так далее. И самое главное, после войны было тяжело, наше население не имеет приборы учета потребления электроэнергии. То есть счетчики не стоят. Этот процесс мы сейчас запустили, он идет. Поэтому у нас есть понимание, как выйти из сложной ситуации. Мы понимаем, как надо действовать. Наши подходы будут приняты или нет, это уже другой вопрос. Но им альтернативы нет. Вы знаете, как у нас некоторые политики, общественные деятели любят часто употреблять термин «стратегический». Это стратегическая отрасль, они говорят. В известной степени, да, стратегическая отрасль. Но электроэнергия – это товар. Я вам могу привести массу примеров. Государства, которые не производят электроэнергию, они его покупают за деньги. И мы можем покупать. Электроэнергия продается на территории России, в Грузии можно покупать, если мы будем платежеспособны. И тогда у нас такой проблемы не будет. Это первый выход из ситуации. Второй – это привлечь инвестиции в отрасль, довести технические потери до нормативных, скажем так, цифр, поставить счетчики, чтобы было видно, кто сколько потребил, привлечь инвесторов, вкладывать в генерацию, это тоже возможно. По-другому это не работает. Вот мы в свое время обращались к руководству России наряду с аэропортом вопрос газификации. Не столько газ для населения, хотя для населения в том числе, еще для того, чтобы поставить 2 станции газогенераторные по выработке электроэнергии. Ну, проект нам подготовили, но, скажем так, теперь дальше его надо продвигать. Поэтому проблемы в электроэнергии у нас пока еще будут. Но они все носят преодолимый характер. Это обычный товар, такой же, как любой другой. За него надо платить, его надо производить или покупать. Другого пути нет. Есть экономические рычаги. Это категория экономическая. Не надо к ней примешивать политику. Тогда все будет хорошо. Аслан Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Мой вопрос касателен внешней политики Абхазии. Так. Значит, недавно была Вы информация... учитесь на каком факультете? Международные отношения, 1-й курс. Все понятно. В последнее время в СМИ ходит информация о том, что Грузия якобы сблизилась с Россией. Как это скажется на отношениях между Россией и Абхазией? И готовы ли Абхазия к такому развитию событий? Спасибо. Вы знаете, это по большому счету при правильном выстраивании взаимоотношений между Абхазией и Россией для нас никакого значения не имеет. В наших взаимоотношениях мы давно определились. Мы по отношению к России и Россия по отношению к Абхазии. Обозначены стратегические условия взаимодействия. Их надо выполнять. Все. Остальное нас ни в каком виде не коснется, если мы будем надежные союзники и партнеры. Проблема не в взаимоотношениях, не во взаимоотношениях между Россией и Грузией. Проблема может быть у нас здесь, если мы не будем соответствовать стандартам союзника и стратегического партнера. Надеюсь, вместе с вами мы такой разворот событий не допустим. Я в этом даже уверен. Когда люди критикуют
нашего единственного стратегического союзника, государство, которое нас признало, государство, которое является членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, государство, к мнению которого прислушивается весь мир, государство, которое диктует в известной степени свои условия. Нам так крупно повезло, что у нас такой союзник, и когда мы начинаем, значит, критиковать и так далее, это ни в какие ворота не лезет. Наш народ против этого, я уверен в этом. У нас окно в мир через Россию. Все, чем мы пользуемся в послевоенное время, 95% это то, что сделано с их поддержкой или напрямую ими, только нашими руками, их деньгами. У нас бюджет нашего государства впервые был выполнен в 2021 году только. 27 лет мы свои бюджетные показатели не выполняли. Мы задавали себе планку очень невысокую, даже ее не достигали. Таково было положение вещей. Поэтому пусть отношения у них складываются нормально, это дело Грузии и России. Мы тут должны о наших вопросах думать, делать так, чтобы наш союз укреплялся, конечно же, при сохранении нашей независимости. Вы, наверное, знаете, такие времена были, когда руководство Абхазии просило включить Абхазию в состав России. Это было во время войны. Это было после войны обращение парламента, подписанное президентом, установить ассоциированные отношения. Это все было буквально вчера. Тогда как бы никто по этому поводу не высказывался, было тяжело. Россия Владимира Путина, путинская Россия, ни в чем нас не подвела и подводить не будет. Это наша сила, это наша опора, это государство, с помощью которого мы можем укрепить свою государственность и решать свои многочисленные вопросы. Вот и все. Меня зовут Данил Пасардия, приветствую всех собравшихся. Мой вопрос, он касается окружающей среды нашей республики. Понятное дело, что с каждым годом туристов становится все больше и больше, и с увеличением их количества увеличивается давление на нашу окружающую среду, она больше загрязняется. Наше руководство принимает множество мер для решения данной проблемы, но мой вопрос заключается в том, стоит ли подключать к данному процессу, к охране нашей окружающей среды молодежь с помощью различных социальных и образовательных программ. И еще такой вопрос, будут ли приниматься вами и руководством нашей страны меры для осуществления всего вышеперечисленного? Мы с вами должны сохранить нашу первозданную природу. А говорить о том, что нагрузка у нас, потому что большое количество туристов, это не совсем соответствует действительности. Вот эта вот отрицательная нагрузка у нас потому, что мы не можем в силу нехватки денег соблюсти те стандарты, которые мы обязаны соблюдать. Вот город Сочи в 3 раза меньше, чем территория Абхазии. Сочи принимает 7 миллионов туристов в год. Мы принимаем всего-навсего 600 тысяч, в 11 раз меньше. Это не так много. Но у нас свалки горят уже по 15 лет. 15 лет тому назад у нас не было вообще туристов, а свалки как горели, так и горят. Потому что эту проблему мы не решили. Строительство заводов по утилизации твердых или обычных бытовых отходов – это несколько миллиардов рублей. И инициативы от бизнеса определенные есть. Все это упирается в наличие ресурсов финансовых и в определенные компетенции. Мы переговоры ведем, но есть инвесторы, которые готовы вроде бы прийти работать, но они хотят, чтобы здесь было стабильно. Завтра тариф на вывоз мусора немножко повысится. Тариф на воду в городе Сухум мы не меняли 15 лет, понимаете? 10 лет не менялся тариф на вывоз мусора. Ну так можно жить? Хотим жить в чистоте, хотим, чтобы кто-то за нами убирал, чистил, а платить за это не хотим. Так не бывает. Но даже то, что можно было бы сделать в этих условиях, не всегда, конечно, делается. Если общественность подключится, особенно молодежь, я буду только вам признателен. Шаг за шагом все это мы решим. Я не сомневаюсь в этом. А наличие туристов и крупного бизнеса, да, как раз таки механизм, с помощью которого мы это решим быстрее. Я студентка Абхазского государственного университета Харазия Ляна. У меня к вам экономический. Очень хорошо. У меня к вам следующий вопрос.
Каково вообще быть президентом и как вы проводите свое свободное время, если оно у вас, конечно же, есть? Ну, быть президентом Абхазии, с одной стороны, это большое счастье, вне всякого сомнения. С другой стороны, это огромная ответственность. Никто президентом не рождается. Для того, чтобы эффективно работать, кроме знаний, еще необходим опыт. Он нарабатывается с годами. Мое свободное время – это передвижение с одного места в другое. В машине слушаю музыку. Вот так вот. Что еще? Ну и люблю заниматься спортом. У нас есть такая практика. Мы выходим в море. Последний раз это было в субботу. Ну, примерно 2-3 километра, иногда чуть больше. Часа 2-2,5. Любил с детства плавать и эту вещь практикую. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я представляю делегацию из Курской области, являюсь студенткой Юго-Западного государственного университета. Вот в ходе беседы созрел к вам вопрос, как вы считаете, какое направление, какая специализация на данный момент наиболее востребована в Абхазии? Каких кадров, может быть, не хватает? По экономике у нас не хватает квалифицированных, скажем так, специалистов, инженеров не хватает. Не хватает механизаторов, не хватает квалифицированных кулинаров, поваров, специалистов, которые могли бы работать в сфере гостеприимства. Я вам всем благодарен. Еще раз хочу отметить одну очень важную вещь. Дорогие гости из Курской области, с России, дорогие дети, наши абхазские дети, очень важно находить общий язык друг с другом и дружить. В этом большом агрессивном мире альтернативы нашей дружбе нет. Это должно проходить красной нитью в сознании каждого из вас. Так в семье бывают какие-то недоразумения, иногда брат может обидеться на брата, но это все очень быстро проходит. Мы должны лучшие качества наших народов проецировать в наших взаимоотношениях, исходить из этого. Только так мы можем стать крепче, только так мы можем обеспечить наше хорошее будущее для вас, для ваших детей и для будущих поколений. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое.